Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас необычный выпуск, который особенно понравится всем любителям красоты, особенно женщинам. Увидим и насладимся кадрами фильма «Восточная студия кинохроники» 1969 года, который сняли для истории сценарист Белокуров, режиссер Бабаян и оператор Махов. Большая императорская корона. Ее венчает драгоценный камень шпинель весом 400 каратов. Почти 5000 бриллиантов, золото, серебро и жемчуг соединились в этом произведении искусства. Шпинель – единственное красочное пятно среди моря играющих бриллиантов и матового сияния жемчуга. Алмаз – шах. Его история уходит вглубь веков. Об этом говорят искусно нанесенные надписи. Первая означает 1591 год и имя индийского правителя. Вторая – 1641 год, тогда он принадлежал великому моголу. Одно из 7 чудес украшает браслет, принадлежавшему Александру Первому. Это портретный камень, самый крупный в мире плоский алмаз редкой чистоты. А это цейлонский сапфир старинной индийской огранки весом 258 каратов. Поистине сказочное сокровище России. Чтобы сберечь их, советское правительство в 1920 году в разгар гражданской войны, голода и разрухи издает декрет о создании государственного хранилища ценностей. Этот декрет подписал сам Владимир Ильич Ленин. А в 1922 году правительственная комиссия во главе с академиком Ферсманом приступила к изучению исторических ценностей, ставших достоянием народа. Так было положено начало алмазному фонду страны. За короткий срок родилась отечественная бриллиантовая промышленность, оснащенная первоклассной техникой. Алмазы Горняк, Валентина Терешкова, Вилюй. Сами имена этих алмазов отражают наше время. Память о выдающихся якутянах увековечивают в именных алмазах. Компания «Алроса» поддерживает эту славную традицию 1959 года. Алмазы названы в честь героев социалистического труда, героев Великой Отечественной, выдающихся государственных деятелей в разных областях. Например, именем Валерия Кузьмина, командира Якутского объединения авиаотряда Якутского управления гражданской авиации, назван алмаз 56 каратов. А в 1956 году драгоценному камню было присвоено имя народного писателя Дмитрия Сивцева-Сорунамулана. Сейчас мы видим процесс рождения бриллианта. Наносятся грани. Их должно быть не менее 57. Только тогда камень засверкает всеми цветами. Алмаз – это не только будущий бриллиант, это символ технического прогресса. Он используется в разных областях техники. Непревзойденный по своей твердости, алмазный инструмент справляется с разными техническими задачами и при этом сохраняет удивительную долговечность. Волшебное свойство алмаза помогает также в сложнейших научных изысканиях. И все это стало возможным только в наши дни. Много лет на этих кадрах не было этого города, а сейчас здесь стоит город Мирный, столица Алмазного края. Здесь десятки ученых, сотни геологов совершили чудо, открыли крупнейшее месторождение алмаза. Шикарные исторические съемки Восточной студии кинохроники 1969 года. Особенно мне нравятся конечные титры фильма на раскиданных алмазах. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.
В 2019 году Национальному центру аудиовизуального наследия народов Якутии присвоено имя Ивана Спиридоновича Жараева. То, что учреждение названо его именем, это лучшая память о нем.